Я рада вас приветствовать на лектории. Зовут меня Галимуллина Альфия Фаатовна. Я профессор Казанского федерального университета, доктор педагогических наук, член Союза писателей Республики Татарстан. Тема моей лекции будет посвящена театру, татарскому театру, классика и современность. Я сразу хотела начать с достижений татарской драматургии и татарского театра. И вот эти достижения не маленькие, и очень радует, что наши молодые режиссеры, молодые актеры уже делают замечательные успехи не только в Казани, не только в республике, но и в рамках всероссийских. И вот начать хотела с премии «Золотая маска», которую получил в этом году, в апреле, молодой актер, танцор Нурбек Батулла за спектакль, посвященный тоже необычной теме. Вот афиша этого спектакля. Это спектакль «Алиф», который посвящен татарской, арабской графике. И вот на первый взгляд кажется, что графика, шрифт, да, несовместимы с театральным искусством. Но Нурбек Батулла, он как раз показывает, что это очень даже совместимо. Он очень пластичный, он закончил в Петербурге балетную школу, и вот сейчас прекрасно работает в Татарском театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева и ставит с творческим коллективом, молодежным творческим коллективом вот такие экспериментальные спектакли. И удивительно, что этот спектакль, первый опыт вот такого режиссерской и актерской работы, сразу же получил такую самую престижную в России премию «Золотая маска». К сожалению, вот все, о чем я вам расскажу, вы можете посмотреть в интернете, найдя название тех драматических произведений, о которых я вам расскажу. Но есть авторское право, и поэтому эти видеоматериалы скачать невозможно. И я поэтому, для того, чтобы вы хотя бы как-то смогли представить, как это хотя бы выглядит, я сделала для вас презентации. И вот посмотрите, пожалуйста. Фрагменты этого спектакля на сцене, на какой бы торжественной высокой сцене не было, в Казани, в Москве, танец происходит на песке. Именно на песке своими частями тела Нурбак пишет татарские. Видно вам, да? Ну вот тогда смотрите, а я вам буду рассказывать. Нынешний успех Батуллы и всей команды, режиссера Туфана Имамуддинова, хореографа Нуриева, композитора Ильмера Низамова, тем ценнее, что речь не идет о проекте, родившемся в недрах богатого государственного театра. Повторяю, это проект, творческий проект молодых вот, творческих людей, и режиссеру 30 лет, и композитору Ильмиру Низамову столько же. Поэтому это вот особенно радует. При этом можно сказать, что лауреатами республиканские деятели культуры, вот лауреатами «Золотой маски», которые существуют с 1993 года, становились очень редко, очень небольшое количество. Я вам даже их назову. Это сенсационный успех «Бури» Бориса Цейтнера, который поставил в Казанском ТЮЗе спектакль, ставший спектаклем года в середине 90-х годов.
Также актерские награды получали за спектакли оперного театра Альбина Шагирмуратова за сольную партию в опере «Лючия де Ламермур», Ахмед Агади за оперу «Любовь поэта». Он там исполнял роль поэта Габдуллы Тукая. Кроме того, почетные маски за вклад в искусство получали легенда татарского театра Марсель Салимжанов и Ренат Азетдинов, а также за поддержку театрального искусства России, на тот момент будучи президентом Республики Татарстан, Минтимир Шарипович Шаймиев. Вернемся к спектаклю «Алиф». Спектакль состоит из 3 частей. В первой части посредством танца пишется татарский алфавит арабскими буквами. Звучат названия этих букв. Во второй части 3 девушки пропевают стихотворение татарского поэта Габдуллы Тукая «Туган тыль» – родной язык. Первая произносит буквы утерянного татарского алфавита, вторая пропевает слова, третья – строчку. Третья же часть – собрание 2 предыдущих частей воедино, где звучит полное стихотворение Тукая в 3 голоса. Танцовщик Нурбек Батулла олицетворяет поэта и завершение той культурной эпохи, которая 1000 лет формировала татарский народ. Московские критики, кинокритики, вернее, театральные критики, в частности, балетный критик Татьяна Кузнецова в очень солидном издании газеты «Коммерсант» пишет следующее об этом спектакле. В этом патетическом, обращенном к корням и очень современном спектакле нет ничего спекулятивного. Он аскетичен, строг и не выжимает слезу. Скорее ошеломляет, настолько он не похож на все, что происходит в отечественном современном танце. Подобные стильные вещи иногда можно обнаружить на европейских фестивалях. Но «Зов начала» на русском языке, «Алиф» звучит как «Зов начала», не похож ни на западные аналогии, в нем нет ни тени заимствования ни в лексике, ни в композиции, ни в концепции. Его исключительность сродни чуду. И этот молодежный театральный коллектив, созданный только ради какого-то одного проекта, сейчас продолжает свою работу. Они теперь экспериментируют над следующим спектаклем, готовят его для премьерного показа. Спектакль называется «Шамаиль». Здесь немножечко изменились роли внутри театрального коллектива. Режиссер Туфан Имамутдинов остается на своем месте, композитор Ильмир Низамов, артист Нурбек Батулла, теперь уже лауреат «Золотой маски», и хореограф Марсель Нуриев. После хореографического спектакля «Алиф» поменялись местами. В связке Батулла-Нуриев появляется куратор Анна Гарафиева и татарский музыкант Мурбай. Ну вот посмотрим, что получится. А что они анонсируют? Так что вот если вы ходите в театр и отслеживаете новинки, узнавайте и обязательно сходите, посмотрите. Я считаю, что это стоит увидеть. Создание спектакля происходит на основе одной работы художника Владимира Попова. Исследуется рождение, прорастание идеи картины и воплощение ее на основе вот этой работы. Создатели спектакля интересует внутренний путь человека, который он проходит для написания картины духовного содержания. Художественным решением спектакля является хореография и живопись. Танцовщик, используя различные части тела, будет взаимодействовать с холстом и красками. Но нужно объяснять, что такое шамаиль. Да? То есть традиционно шамаиль – это написанное на доске, специально обработанной доске, обычно золотом, золотыми красками, изречение из Корана.
и это суры Корана. И в мусульманских семьях до сих пор, вот у меня в частности, на входе всегда на дверях стоит вместо подковы традиционной в других культурах, у нас висит шамаиль, который охраняет вход от каких-то негативных воздействий. Сейчас, конечно, шамаили стали как-то шире восприниматься. Некоторые записывают свои имена арабской вязью, и тоже как вид шамаиль. Но традиционно вот это как раз записи суры Корана. Очень красиво, иногда это получается в виде красивого рисунка. Ну, так как тема моей лекции называется «Татарский театр. Современность и классика», поэтому немножко расскажу, откуда есть пошла татарская драматургия, татарский театр. Потом к современности обязательно вернемся. Вот еще такие. Вот арабская вязь, те буквы, которые рисует Нурбек Батулла. А это золотая маска, которую он получил. Молодой композитор Ильмир Низамов, о нем еще мы с вами будем сегодня говорить. Он очень активно работает и в своем традиционном, как музыкант, ипостаси, и в то же время очень много работает с театральными коллективами. В частности, очень часто ставит спектакли и пишет музыку к спектаклям, которые ставятся в Татарском академическом государственном театре имени Габдуллы Галиаскара Камала. У него есть, даже об этом мы тоже с вами поговорим, у него есть татарская рок-опера. Фактически это автор первой рок-оперы на татарском языке, написанной в тандеме с народным поэтом нашей республики, лауреатом Государственной премии Российской Федерации Ринатом Максумовичем Харисом. Об этом мы поговорим дальше. Просто уж дважды я фотографии повторять не буду. Следите за творчеством этого замечательного молодого татарского композитора. Ну вот, я уже рассказала о составе, о содержании спектакля «Алиф». И вот история татарского театра. История татарского театра насчитывает более 120 лет. Официально даты рождения этого театра считается 22 декабря 1906 года в Казани, когда представители прогрессивной казанской татарской молодежи сыграли первый публичный спектакль на татарском языке. В этот день были поставлены две пьесы «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Это было в традициях, всегда ставились и в русских драматических театрах ставились две пьесы, одна большая, серьезная, а другая такого легкого, водевильного содержания. Поэтому татарские молодые актеры, они эту традицию продолжили. Эта дата считается днем рождения татарского театра, хотя еще в конце 19 столетия были написаны первые татарские пьесы, которые ставились в школах, медресе и домашних театрах. Основателем первой профессиональной татарской театральной труппы является оренбургский учитель, многогранная личность Ильяс Кудашев-Ашказарский. Со спектаклем по пьесе Александра Островского «В чужом перу похмелье», переведенном на татарский язык, труппа впервые выезжает на гастроли по городам России. Позднее в труппу был принят артист, режиссер Габдулла Кареев, ставший ее руководителем и еще при жизни получивший название «Отец татарского театра». В 1907 году в труппу пришла Сахибжамал Гизатуллина Волжская,
первая женщина, взошедшая на сценические подмостки не только в театрах тюркоязычных народов, но и во всем мусульманском мире. Вы знаете, да, что театральное действие, оно считалось, долгое время считалось, в общем-то, запретным для мусульман, ну и тем более мусульманка, женщина, не имела права играть. Раньше все женские роли играли переодевшиеся в женские платья женщины до Сахибжамал Гизатуллины Волжской. Труппа «Саяр», то есть передвижник, так назвал труппу народный поэт Габдулла Тукаев в 1908 году, с первых же шагов стала важным очагом распространения просвещения, культуры, демократических устремлений среди народа. И начиная с 1911 года «Саяр» работает в помещении Восточного клуба в городе Казани. Знаете, где он находится? Или находился, вернее? Это улица Татарстана, 2, но рядом с Татарским Казанским федеральным университетом. Там сейчас Институт филологии и межкультурной коммуникации. Можете посмотреть как-нибудь напротив театра имени Камала. В 1912 году из труппы «Саяр» уходит Сахибжамал Гизатуллина Волжская и формирует уже в Уфе вторую татарскую труппу «Нур», «Луч», костяк которой составляют известные артисты Барит Арханов, Касиль Шамиль, Мухтар Мутин. А в 1915 году Валиулла Муртазин Иманский организует в Оренбурге третью татарскую труппу «Ширкат» «Товарищество», где начинает свой путь Халил Абжалилов и Фатыма Ильская. После революции Валиулла Иманский становится основателем профессионального башкирского театра в городе Уфе. Позднее татарские театры организовались в городах Москва, Астрахань, Баку, Троицкий, Уральске, Свердловске, Челябинске, Санкт-Петербурге и других городах. Вот вчера в библиотеке на улице Вишневского, Центральной городской библиотеке, выступал профессор, доктор филологических наук Алексей Арзаманов, и он сказал, что они составители антологии литератур народов России, и там есть том, посвященный драматургии. И вот когда возникла необходимость отбора различных пьес, то у некоторых народов до сих пор нет еще даже драматургии. И они попросили это свидетельство наличия такой драматургии, множество театров, театральной жизни, богатой театральной жизни. Это свидетельство развития, высокого развития литературы и культуры татарского народа. Ну, мы вот с вами тоже можем наблюдать, что не только в Казани, а даже и только если мы берем Казань, то Государственный академический театр имени Галиаскара Камала работает, Татарский драматический театр имени Карима Тинчурина, Татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева, вот я его сейчас произносила уже это имя, да, работает. В Набережных Челнах есть Татарский драматический театр, в Альметьевске, в Буинске. И надо отметить, они вот часто приезжают к нам на гастроли в Казань. По многим спектаклям эти театры уже нельзя назвать провинциальными. Они напрямую работают с столичными, с московскими, петербургскими режиссерами, приглашают актеров. То есть идет большой такой богатый обмен опытом театральным. И вот недавно, буквально 22 августа 2018 года, дней 10 назад, закончился большой такой фестиваль, театральные мастер-классы именно в городе Буинске. И там молодые актеры, режиссеры пробовали свои силы.
Ну, если мы вернемся к театру Галиаскара Камала, то у него очень интересная история. Свое имя, имя Галиаскара Камала он получил в 1939 году к 60-летию драматурга, режиссера Галиаскара Камала. В этом театре работали, вернее, несколько выпусков ГИТИСа были посвящены национальным театрам. Таким образом, создавалась профессиональная труппа для национальных народностей Советского Союза. Так вот, скажем, в 1949 году в Казань приезжает группа талантливых выпускников татарской студии ГИТИСа: Шахсальмен Асвандярова, Асия Галиева, Гаухар Камалов, Рифкат Бекчентаев, Разат Исанбет, Делюс Ильясов и другие. И вскоре наиболее одаренные актеры этой плеяды, Исанбет и Бекчентаев, обращаются уже и к режиссерской практике. В 1956 году, после знаменательного съезда, 20-го съезда, были реабилитированы славные имена Карима Тинчурина, Фатхи Бурнаша. Это обстоятельство помогло театру обрести второе дыхание и с честью выйти из кризиса. Актеры старшего поколения с воодушевлением принимают за восстановление «Голубой шали» в режиссерском рисунке самого автора Карима Тинчурина. С этого года и по сей день эта легендарная пьеса не сходит со сцены театра. Сейчас она идет в режиссерской обработке, в режиссерской интерпретации молодого талантливого драматурга, режиссера Ильгиза Зайниева. Ну, мы дойдем до фотографии со спектаклем «Голубой шали», а вот сейчас я вам здесь демонстрирую фотографии премьерного спектакля, который относится тоже к началу 20 века. В 1909 году татарский писатель, общественный деятель, драматург Гаяз Исхаки написал пьесу «Тормыш Мабу». И это жизнь, которая была поставлена в этом году, в апреле, к дню рождения Гаяза Исхаки, молодым режиссером. Он еще пока даже студент. И вот главный режиссер театра имени Камала, он очень активно работает с молодежью, дает им возможность как-то творчески себя проявить. И вот ему было доверено Айдару Забарову, студенту, ученику художественного руководителя МХТ Сергея Жиновича. И Айдар Забаров поставил очень оригинальный спектакль. Сценографический минимализм постановки, художник-постановщик Булат Ибрагимов, актерские работы вписались в роскошные серии бенефисов, не навредивших цельности спектакля, и довольно печальным его выводу, который соответствует названию. Вот давайте попробуем еще раз произнести, повесив голову, да, и это жизнь, да, с иронией. Это можно назвать жизнью. Слова эти произносит состарившийся, так и ничего не добившийся герой по имени Халим в исполнении Искандера Хайруллина, одного из молодых ведущих актеров татарского театра имени Камала. Произносит перед тем, как закроется занавес. Сокрушенный вопрос звучит в том самом месте, которому законы Голливуда как раз прописывают хэппи-энд, удачное завершение. Но мы знаем, что Гаяз Исхаки очень любил творчество Чехова, и здесь мы в какой-то степени видим и чеховские мотивы. Вспомним Ионыча,
герой рассказа Ионыч Старцева, который, приехав в провинцию, в провинциальный город, тоже хотел сначала что-то изменить в жизни мещан, а потом также вписывается в эту среду. Нечто подобное происходит и с Халимом. Основной художественный прием, организующий спектакль, самоирония главного героя, глядя на пришибленного, закомплексованного, вот он, главный герой, как раз сидит на чемоданах, главного героя, о чем только самим собой не рассуждающего вслух, и о девушках, и о книжных романах, и о модном пальто, и академистах, интеллектуально проигрывающих джадидам, молодого Халима, вот такого интеллектуала, прибывавшего на учебу в Казанское медресе. Невероятно, но такого же героя в 1909 году в Казани нашел Гаяз Исхаки, нашел в себе самом. Он и есть чумеющий от города сын дубоватого деревенского муллы в исполнении Олега Фазылзянова, который ищет себя во всем, но решительно ни в чем себя не обретает. Отличная до сих пор актуальная история. На фоне современной дискуссии о татарском языке эта история даже кажется противоречивой, потому что в тексте Исхаки и на сцене Халим читает русские книги, изучает русский язык, но он в этом воспринимает как русский язык, как носителя культуры, как возможность приобщиться к русской и через нее к зарубежной литературе. И в то же время большую часть спектакля, несмотря на трагическое содержание, большую часть спектакля публика смеется. Режиссер лукаво работает с радостью узнавания сегодняшними людьми, персонажах самих себя. Так. Вот как раз здесь молодежная часть труппы театра Галиаскара Камала играет. Там очень много таких ироничных сцен, игр, шуток, веселья. Но, к сожалению, в конце, когда или после даже, вот это ощущение катарсиса, которое еще Аристотель говорил, что после спектакля человек должен испытывать чувство очищения, катарсиса, духовного самоочищения. И вот мы начинаем задумываться, а что же мы посмотрели? И тоже задаем вопрос, а это разве жизнь, и разве можно так жить? И выясняется, что этот спектакль совсем не о людях начала XX века, а о нас с вами, о том, как мы живем, чему мы посвящаем свое время и что мы игнорируем. А игнорируем мы чаще всего культуру, литературу или вопрос непонимания между образованным, стремящимся к знаниям мужем и мещанкой женой, которой больше всего интересует наряды и что скажут соседи. И вот продолжая тему того, что на сцене, современной сцене татарского театра продолжаются постановки классических спектаклей, но вот уже, например, Галиабану Мирхайдара Файзи поставлена в 10-й раз, 10 режиссеров давали разные интерпретации. И здесь, в принципе, еще татарский театр не изучен. Вот, пожалуйста, тема для какой-нибудь кандидатской диссертации или для монографии. Исследовать 10 различных постановок спектакля Галиабану. Это, повторяю, постановка молодого драматурга, режиссера Ильгиза Зайнеева. И когда у него спрашивали, а какие трудности он испытывал, дело в том, что он одновременно, буквально за год до этого, ставил замечательную трагедию, редко ставившуюся на сценах театров, пьесу Шекспира «Ричард III», который идет у нас на малой сцене. И вот что сложнее ставить, Шекспира или Галиабану?
Ну, вот молодой режиссер, он сказал, что ему было труднее ставить, конечно, Галиубану, потому что, с одной стороны, здесь очень много монологов, много, большое количество актеров задействовано, ну и в то же время татарский зритель, он знает и любит предыдущие постановки, он уже привык к этим постановкам, и если вы заинтересуетесь, то в критике театральной были неоднозначные оценки, даже дискуссии этого театра, спектакля. Вот здесь. В прошлом году, в 2017 году, мы отмечали столетие Октябрьской революции, и театр, татарский театр имени Карима Тинчурина, и его уже нельзя сказать молодым, ведущий режиссер этого театра Рашид Галеевич Загидуллин, он обратился к творчеству Карима Тинчурина, чье имя носит этот театр, и к его произведению. Это автобиографический рассказ «Утыз Ишкин. 33 дня» из цикла «Маржаннар. Коралловые четки». Постановка приурочена также к 130-летию со дня рождения татарского писателя. Режиссер Рашид Загидуллин предлагает зрителю окунуться в водоворот событий, случившихся в августе-сентябре 1918 года в Казани и ее пригородах, когда город захватили подразделения первого чехословацкого полка под командованием поручика Йозефа Швеца совместно с отрядом полковника Капеля, который, подчиняясь правительству, комитета членов учредительного собрания. И спектакль пронизывает пафос отрицания, растворения личности в человеческой массе. Характер типизации связан с масштабностью замысла. Это, я вам сразу хочу вас предупредить, очень тяжелый спектакль. На протяжении 1,5 часов сидишь в напряжении, потому что сцена организована очень в традициях минимализма, очень скупо. Вот там вам, наверное, видно, это лестница, которая по контексту иногда превращается и в дом казанский, казанская интеллигенция, потом это становится мостом. Тема пути, человеческого пути, человека на фоне исторических событий. Здесь, конечно, раскрывается с потрясающей обнаженностью. Но в то же еще больше трагизм усиливает портрет самого драматурга, режиссера Карима Тинчурина, который был репрессирован, и причем страшным образом. В 50 лет он отметил свой 50-летний юбилей, звучали юбилейные речи, дарились цветы, а в ночь за ним пришли, и он уже никогда не вышел из сталинских застенок. И вот, конечно, такие пьесы, они вызывают очень много споров, а нужно ли такие пьесы ставить. Такие пьесы не являются коммерческими, но хотелось бы, чтобы татарский зритель привыкал и к такому, и ходил, и поддерживал режиссеров, которые ставят и такие спектакли. Это тоже наша с вами история. Если мы перейдем к современной драматургии, то мы можем сказать о тех темах, которые ставятся. Ну, вот я специально даже, готовясь к сегодняшнему выступлению, посмотрела репертуар театров, хотя бы даже казанских, и еще раз убедилась, что в основном идут спектакли вот классиков, мы их любим, мы готовы множество раз смотреть
эти спектакли – это действительно золотой фонд татарской драматургии, татарского театра. Очень активно ставятся пьесы Туфана Мильнулина, и есть даже вот в татарском театре имени Камала такой спектакль «Диля Фрюс ремейк», который повторяет и новую дает трактовку спектаклю «Диля Фрюс Туркияу». До сих пор ставится тема, пьеса, посвященная Кряшинам, Гаргиры, Кеуляры. Ставится, недавно, правда, уже прошла эта пьеса, сейчас не ставится, Ильгизер плюс Вера, которая посвящена бракам, межнациональным бракам. Мулла в театре Тинчурина ставилась. Ставится активно и русская драматургия на татарском языке. Фарид Бекчентаев в театре Камала поставил «Три сестры», и несмотря на то, что этот спектакль ставится и в русских драматических театрах в России и всего мира, эта постановка, она очень бережно относится к чеховскому тексту. Театр имени Тинчурина Рашид Загидуллин обещает уже несколько лет премьеру спектакля «Вишневый сад» по пьесе Чехова. Ждем этот спектакль. Тоже можно сказать о том, что активно обращаются к мировой классике. Ну, скажем, есть бельгийский драматург Йосиф Фоссе, и вот однажды летним днем этот спектакль поставлен Фаридом Бекчантаевым на малой сцене театра имени Камала. Также сейчас идет и очень большим зрительским спросом пользуется спектакль «Дон Жуан» Мольера, тоже в театре Камала. Я вам, кстати, несколько фотографий вот из этого спектакля вам привезла. Вот «Голубая шаль», о которой я говорила в постановке. Итак, вот татарские пьесы 2000-х годов. Хотелось бы назвать несколько имен. Конечно, всех постановок я вам рассказать не смогу, время мое уже заканчивается. Ну вот на рок-опере «Карапулат», «Черная палата». Если вы были в Булгарах, то вы это здание видели, наверное, были в Булгарах? Ну, вот, видели, да, это здание. Это новая тенденция, когда мировая тенденция, когда какие-то исторические памятники вписываются уже в художественный текст. И вот на основе булгарских легенд наш народный поэт, драматург, автор многих либретто Ренат Харис, он создал либретто к этому спектаклю. А молодой композитор Эльмир Низамов, о котором я вам уже говорила, он написал музыку. А Георгий Ковтун, петербургский балетмейстер известный, он ставил и сказания о Юсуфе, балет, который получил государственную премию Российской Федерации. О нем тоже немножко попозже скажу. Вот это еще один такой пример дружеского сотрудничества, во-первых, творческих людей разных поколений и в то же время наших татарстанских драматургов с театральными деятелями России, всей России. Вот пока посмотрите, да, вот действие происходит на воссоздании вот этого здания.
Карапулат, черная палата, который находится в Булгарах. Немножечко о нем расскажу. А, а, легенда, значит, спектакль построен на легенде, что 12 девушек самоотверженно, находчиво и жертвенно спасавшихся от порабощения спасавших от порабощения ханскую дочь Наргизу, дочь болгарского хана, были сожжены в булгарском храме суда, он же Палата правосудия, Карапулат. Но легенда и правда быть и не обязана, как и правда легенда не обязана быть основой музыкальной реальности. На сцене красавиц не 12, а 7. И то, что одна из них, неузнанная Наргиза, захвачена непосредственно перед свадьбой с возлюбленным Туры-Батыром, сообщает сюжету острую, традиционную, важную лирическую интригу. Героизм гибнувших любовников во все времена действовал посильнее хэппи-энда. Частично история напоминает эпизоды из оперы Жиганова «Алтынчаш» и даже из балета Ярулина «Шурале». Но есть в ней многое и от русских эпических опер XIX века, таких как Руслан и Людмила Глинки, князь Игорь Бородина, либретто и сама пьеса очень интересна, трагично и музыкально. Советую вам посмотреть. К сожалению, посмотреть вы вот так вот стационарно, купив билеты, не сможете, потому что это такой же проект театральный, как и, вот как я вам говорила, проект «Олив». Это для того, чтобы посмотреть, снимается, арендуется театральная аудитория и ставится этот спектакль. В 2016 году вот здесь была премьера, как раз 30 августа была премьера этого спектакля, и он вписался в наш казанский вот этот пейзаж. Так что вот мы с вами, в принципе, находимся на том месте, где можно было посмотреть этот спектакль. Ну и вот сказание о Юсуфе, тоже, которая получила такое большое признание, высшую награду в области литературы Российской Федерации, государственную премию. Это итог совместного творчества поэта Рената Хариса, автора либретто, композитора Любовского, Леонида Любовского, хореографа Боярчикова, балетмейстера Ковтуна. И автор либретто, поэт Ренат Максумович Харис, отвечая на вопросы о первоначальном замысле балета, отмечал: основой балета «Сказание о Юсуфе» была моя драматургическая поэма «Зулейха». Я написал ее очень давно. Это была просьба замечательного татарского композитора Рустема Яхина. Он хотел написать оперу об Иосифе Прекрасном, и я создал либретто на основе «Зулейхи». Но, к великому сожалению, композитор заболел, и наша совместная работа не состоялась, а поэма была опубликована, издавалась в моих сборниках. И вдруг ко мне обращается композитор Леонид Любовский и говорит: у нас есть очень интересная музыка, не напишите ли вы мне либретто? Есть постановщики, интересный хореограф из Санкт-Петербурга, Николай Боярчиков. На первоначальном этапе работал он, и я на основе либретто к опере «Зулейха» написал либретто к балету. По признанию Хариса, в своей поэме либретто он не ограничивался только поэмой Кулгали, но и существенно расширил корпус текстов. Сюжет об Иосифе Прекрасном, как известно, принадлежит к числу так называемых бродячих сюжетов. Он родился еще до Библии, потом вошел в Ветхий Завет, в Коран, а затем Коран проник во многие восточные литературы. Это бродячий сюжет лег в основу ряда литературных произведений, в числе которых роман Томаса Манна, немецкого писателя «Иосиф и его братья». И в то же время в либретто, по признанию авторов, сюжет претерпел существенные изменения. Многие сцены были выброшены, включены новые, те, что подвластны языку балета.
вот Любовский, вот сцены из балета, Ренат Харис и вот Ильгиз. Я хотела бы сказать, конечно, опера, балет, и то, что у нас есть оперный театр оперного балета имени Мусы Джалиля, это тоже большое достижение нашей татарской народной культуры. Но хотелось бы, чтобы вот таких национальных спектаклей, балетов, опер было как можно больше. И, пользуясь случаем, хочу вас пригласить 26-27 сентября. Будет снова интересный творческий проект в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Опера «Сыйынбике», авторы которого либретто как раз Ренат Харис, и композитор Резеда Ахьярова. Она автор оперы «Любовь поэта», посвященная Тукаю, и балета «Золотая Орда». Ну и в завершение, мое время истекает, все-таки вот хотелось, да, вот чтобы вы увидели человека, который остается чаще всего за кадром. Это драматург, режиссер, молодой. Он родился в 1987 году, ему 31 год всего лишь, да, но он уже автор огромного количества пьес разного характера, детских пьес. Недавно вышла его книга, посвященная детям, уже содержащие детские пьесы и рассказы, Ильгиз Зайниев. Он активно работает в различных жанрах. Вот это его пьеса, драма «Кытаем Сины. В ожидании». Она посвящена теме, с одной стороны, вроде бы, теме беременности. Да, дело происходит в палате, где женщины ожидают детей, поэтому в ожидании это в ожидании детей, но в то же время новорожденных, да, но с другой стороны мы сразу с вами вспоминаем прекрасную пьесу «Аниляр Хамбабиляр», колыбельная Туфана Миннуллина, где приблизительно такая же ситуация. А что же изменилось? И на что акцентирует внимание современный драматург? Но, к сожалению, современные реалии нам неутешительны для нас, поэтому здесь такой небольшой срез современного общества. Здесь есть и проститутка, есть здесь и женщина, которая за деньги вынашивает ребенка, и суррогатное материнство затрагивается. Здесь есть и мусульманка, и есть жена бизнесмена, и, собственно, судьбы их драматичны. С другой стороны, вот здесь вот разные. Ага. Ну и, собственно, у Ильгиза Зайниева есть и «Эрем-темы» о возвращении домой после долгого скитания по миру. Пьеса идет с успехом. Современные, мы уже с вами не представляем жизни без радио, и поэтому Махаббат ФМ, Любовь ФМ о жизни радио и в то же время о реальной жизни. Вот запомните это имя. Благодарю за внимание.